Самое крупное сельхозпредприятие региона Южное год назад завершило строительство нового коровника на 1200 голов. Ферма постепенно заполняется рогатыми из новеньких, нижегородские и даже венгерские буренки. Это молочная порода, испытана другими регионами. Своим опытом с нашими аграриями поделились тюменцы. Там уже лет 5 работают, и мы уверены, мы с ними общались, они сами приезжали к нам. Даже они помогли отобрать коров, сам руководитель приезжал, вот вместе с Галиной Васильевной, они ездили в Венгрию, чтобы отобрать коров. Теперь предприятию нужно заготавливать больше кормов. К обычному рациону буренок планируют добавлять кукурузу. Царицу полей здесь сеют уже второй год. Ожидаемый результат – повышение удоев. Ожидаем, что обеспечим себя кормами, высококачественными кормами. Ну, впереди большая трудная работа еще. Вот сейчас у нас только 20% посевная от того, что от плана выполнено. Модернизации подвергли практически весь автопарк. В прошлом году Министерство сельского хозяйства Коми просубсидировало аграриев в целом на 152 миллиона рублей. Фермерам возместили 70% затрат на техперевооружение. Последняя новинка – трактор с комплексным агрегатом. Выполняет сразу несколько функций. Диски, культиватор, сеялка идет, выравниватели еще и прикатывание, бороны еще сзади, грабли, бороны. Исключен ручной труд, человеческий фактор. Завел машину и в путь. Тут даже спаренные колеса неспроста, чтобы земля уплотнялась меньше. Семена и удобрения загружаются в автоматическом режиме, а электроника контролирует и норму посева, и выполнение всех функций. Устаревшие методики – это когда все вручную. Сеялку надо поднять, поставить на площадку и ручную прокрутить 15 оборотов колеса. И каждое семя надо посчитать, сколько семени за 15 оборотов выпало семяпровода. Вот такие были сеялки, они и сейчас есть. Такая машина в республике сейчас единственная. Техника самая современная. Сеялка заменяет сразу несколько агрегатов. Это для предприятия большая экономия. Нужно меньше людей, меньше техники, меньше топлива и потраченных средств. А главное – качество выполненных работ, а значит и высокое качество урожая. Всю технику, кроме того, оснастили системой мониторинга транспорта и контроля расхода топлива. Так что ни простоев, ни перерасхода быть не должно. В прошлом году предприятие заготовило 5700 тонн сенажа в вакуумной упаковке. И даже дождливая погода не повлияла на качество корма. Вот в том году мы закупили комбайн John Deere. И что в нем хорошо, там уже можно консервант прямо вливать туда. Есть емкость специально, тоже набирается через компьютер, сколько нужно внести именно на тонну зеленого корма. И именно столько же оно сразу уже выходит уже законсервированный корм. Старая техника уже не соответствует размаху предприятия. Это поле, например, самое большое в республике, около 300 гектаров. Новый автопарк – это качественно выполненные работы. Да и сотрудники довольны. Полевые работы стали куда легче. Ну, смену, я не знаю, гектаров 20 выходит. Работаем с 2 до 12 первая смена и с 12 до 10 вторая смена. С перерывом на обед час. Одолеть более 2000 гектаров земель аграрии Южного намерены до середины июня. После выйдут на заготовку сенажа в вакуумной упаковке. Круглый год коровы питаются здесь монокормом. Ольга Коняева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Прилузский район.